Отличная новость для предпринимателей. С 1 января 2019 года правительство вводит двухлетний мораторий на проверку бизнесменов. Однако бизнесу не стоит расслабляться. Никто не отменял соблюдение закона. Если кто-то отравился в ресторане или компания выпускает некачественный товар, хозяева будут отвечать за это. В последнее время ситуация с проверками предпринимателей вынуждает Кабмин пойти на подобный шаг. На сегодня в стране имеется 13 контролирующих органов. По словам председателя Национального делового клуба Сергея Пономарева, в последние годы выявлена масса нарушений по закону о проверках бизнеса. Часть проверок имеет под собой больше коррупционную составляющую, чем благо для государства и бизнеса. По словам экспертов этой области, существующая ныне методика контролирующих мероприятий несовершенна, да и критерии похожи на личную выгоду государственных инспекторов. И этот запрет даст время правительству и бизнесу разработать новую методологию. И здесь вовсю начнут внедрять цифровизацию. Предприниматели отныне будут получать соответствующую лицензию через интернет. Более того, Кабмин планирует внедрение электронной счет-фактуры. Это говорит о том, что взаимодействие субъектов бизнеса с госорганами будет сведено к нулю, так как контакты – это возможные коррупционные риски. Тему продолжит Эльвира Сатыбекова. Компании Кыргызстана обладают большой мерой гибкости и приспособления. А чтобы бизнес процветал дальше, с 1 января следующего года в Кыргызстане ведут мораторий на проверки субъектов предпринимательства. Постановление правительства подписал премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев. Также была разработана программа «Единство, доверие, созидание». Что это значит? Отныне надзорные органы будут иметь не карательную миссию, а наоборот консультационную. При этом преследовать две цели – не мешать предпринимателям работать, активизируя экономический рост, и сокращать армию инспекторов. Инспектор должен быть сам заинтересован не выявлять и штрафовать предпринимателя, а предупреждать о возможных нарушениях и совместно устранять возникшие недостатки. Особый акцент будет уделяться личной персональной ответственности проверяющего. Бизнес к этому шел, и надо учитывать, что презумпцию добросовестного предпринимателя. И надо учитывать, что в процессе моратория предприниматель 2 года предприниматель может обратиться в контролирующий орган к инспектору с заявлением, чтобы он его проверил. Посмотрел его, оказал консультацию, помощь ему. Это без наложения никаких штрафных санкций. Госорганы, которые не имеют права проверять бизнес. Социальный фонд, Госагентство антимонопольного регулирования, Госагентство по регулированию топливно-энергетического комплекса, Госслужба регулирования и надзора за финансовым рынком, Госинспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, Госинспекция по экологической и технической безопасности, Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов, Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения, Департамент профилактики заболеваний Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения, Управление по регулированию, контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации. Это не говорит о том, что мы совсем исключены из проверок. Это касается только на плановые проверки, когда в год каждый объект по одному, по 2 раза мы проверяем, это касается. А есть еще неплановые проверки, то есть жалобы заявителей от населения, обращения самих предпринимателей, когда мы по их просьбе идем в порядке консультации, консультирования. Но если в порядке жалоба должна быть обоснованная, письменная жалоба. И когда эта письменная жалоба поступает, обратная фамилия, имя, отчество, место жительства, обратный адрес. После этого мы идем брать уведомления от Министерства экономики. Министерство экономики там тоже проверяет, это обоснованно, не обоснованно. И в данном случае проверив эти объекты, пожалуй, если будет установлено нарушение санитарных правил норм, будем, конечно, принимать жесткие меры. Никому не дано ставить под угрозу жизнь и здоровье населения. Претензии к работе инспекторов есть и у бизнес-ассоциаций. Прежде всего, методология сегодняшних проверок государственного контролирующего органа бизнеса
она по сути своей коррупционна. И в этой ситуации не выигрывает никто, кроме коррумпированных чиновников. Потребитель, а ради потребителя в конце концов все это делается, не получает надлежащего товара, услуги или качества в случае, если методология под собой имеет коррупционную составляющую. Другими словами, простые примеры. Приходит проверяющий чиновник, нашел какие-то неполадки, неточности, договорился с бизнесменом, заплатил тот конверт, и все друг друга обманули. Да? Вот. В результате страдает потребитель. Улугбек Бакенулу – предприниматель с большим стажем. На протяжении 7 лет он занимается ресторанным бизнесом. К тому, что правительство планирует ввести мораторий на 2 года, отнесся положительно. Однако думает, чтобы бизнес процветал, нужно поработать над законодательной базой. В идеале стремиться нужно к тому, чтобы государство не терроризировало бизнес, а проверки должны быть в помощь предпринимателям, решать определенные вопросы, снимать проблемы. Правительство разработало план пошаговых мероприятий для реализации задач, направленных на создание благоприятных условий для ведения бизнеса. К примеру, разрабатывается вопрос по внедрению системы электронных счет-фактур, которая позволит в режиме онлайн прослеживать передвижение товаров. Государственная налоговая служба будет обладать всей необходимой информацией и четко видеть налоговые обязательства предпринимателей. А главным новшеством станет то, что предприниматели смогут получить соответствующую лицензию через интернет. Мы вообще в целом надеемся и верим, что госорганы должны так и работать. То есть госорган должен быть там, потому что он компетентен, да, представитель госоргана. Он должен направлять, он должен помогать, он должен, да, и только даже после этого, если бизнес нарушает, тогда да, доказывать нужно. Отныне ответственность за нарушение будут нести оба – субъект предпринимательства, который допустил нарушение, и должностное лицо госоргана, который осуществлял контроль за веренным им субъектом. По словам экспертов, именно этот механизм, как показала мировая практика, вполне достаточен для обеспечения безопасности продукции. Также отпадает потребность в проверках с присутствием инспектора, и уровень коррупции будет сведен на нет. Эльвира Сатыбекова и Синтур Абыкеев, Общественный первый канал. Итоги недели.